Уйгуры Монгольской империи. Юаньши. Хроники династии Юань. Том 124. Жизнеописание 11. Уйгур-ученый Халаи Хачибейлу, учитель Чингисхана и его потомков. Халаи Хачибейлу был уйгуром. По натуре он был умен и сообразителен, сведущ в делах. Услышав о нем, царь Йолик-Тимир Идикут из страны Турфана Качо назначил его Даругачи. После смерти Йолик-Тимира его сыну Барчук-Арслан Идикуту было еще мало лет, и Гур-хан, правитель западного Ля, направил посла занять его государство, а также вызвать к себе Халаи Хачибейлу. Когда тот прибыл, Гур-хан назначил его учителем своих сыновей. Барчук-Арслан, прослышав о мудрости Чингисхана, убил посланца западного Ля и отправил к Чингисхану 4 послов, включая темника Алин-Тимура. Алин-Тимур был зятем Халаи Хачибейлу, встретил его и подробно изложил ему планы уйгурского Идикута, после чего вместе со своим сыном Йодшиной помчался обратно к Чингисхану. Тот, едва увидев его, чрезвычайно обрадовался и тут же повелел своим сыновьям-царевичам стать его учениками. Затем он приказал Ядшине войти в Кэшик в качестве сына Гаранта. Он сопровождал Кагана в западном походе. Достигнув восточного города Душаньянги-Хисар в Бишбалыке, они увидели пустой город без людей. Каган спросил, что это за город. Тот ответил: город Душаньянги-Хисар. В прошлые годы здесь был великий голод, и все люди переселились в другие места. Однако эта земля лежит на главном пути с севера, и здесь следует заняться земледелием, чтобы сделать запас. Когда ваш слуга прежде находился в стране Турфан, там было 60 семей. Я желаю переселить их сюда. Каган сказал: хорошо. Он отправил Ядшину с золотой пайцезой забрать их, и отец с сыном остались жить там. Спустя 6 лет Чингисхан, возвращаясь из западного похода, увидел, что поля распаханы, а народ и блага в изобилии, и очень обрадовался. Он спросил о Халаи Хачибейлу, но тот уже умер. Тогда он пожаловал Ядшине печать темника и назначил его Даругачи города Душань. После смерти Ядшины его сын Хич-Санкур при Тайцезуне Угэдэ унаследовал титул, и ему был пожалован почетный титул Дархан. У него было 4 сыновей: Татар, Хучань, Хорсман и Йорсман. Каган Хубилай приказал Хорсману как уйгурскому офицеру последовать за главнокомандующим Сюэсюдицезинем для усмирения Юннани. Младший Йорсман служил Мункэ-хану, унаследовал титул отца и одновременно управлял буддийскими монахами. Позже, поскольку военачальник Чжахур-Тай оккупировал Бишбалык, он со всем своим домом переселился в Пинлян. Вместе со своим сыном Адимиши Тимуром он был представлен ко двору. Каган Хубилай велел ему войти в Кэшик в качестве битикчи и приказал следовать за Анси Ван Менгугом, чтобы усмирить Люпань. После смерти Анси Вана его сын Анада унаследовал титул. После вступления на престол Тимур Алджиту-хан отправил посла ко двору, который подал доклад. Отец и сын Адимиши Тимура изначально были старыми слугами покойного императора, они пришли служить нашему князю и усердно трудились более 20 лет. Если они состарятся и умрут в княжеской резиденции, это не позволит в полной мере использовать их таланты. Мы желаем передать их вашему величеству для использования на службе. Тимур Алджиту-хан одобрил его доклад, назначил Адимиши Тимура Даругачи Жучжоу, и тот постепенно поднялся по службе до главного хранителя императорской библиотеки. После его смерти титул перешел к его сыну Алин-Тимуру. Алин-Тимур хорошо знал государственную уйгурскую письменность, был многознающим и эрудированным. Он служил нескольким императорам, пройдя путь от ханьлинского придворного редактора до высших чинов, главного ученого Академии Ханьлинь и начальника императорской канцелярии с почетным титулом глава императорских ученых. При императоре Инцезуне Шадыбаля, будучи старым ученым, он ежедневно находился при особе императора, излагая ему мудрые слова и добрые деяния, совершенные со времен предков-основателей, а также древними мудрыми правителями. Он переводил различные законы, записывал прежние события и управлял делами всех собраний князей, а также зятьев-темников и зависимых государств при дворе. В начале эры Тиньли он отправился на север встречать Минг-Цезуна Хашула для вступления на главный престол. Тот, едва увидев его, очень обрадовался и, обернувшись к придворным, сказал: «Это мой учитель». На 3-й год эры Тиньли 1330 год он был повышен до начальника императорских лекций с почетным титулом глава императорских ученых, Гангла-Дафа. Его сыновья, Шалабан, Тухолу, Люши и Цезаналу. Шалабан занимал посты второго советника Центральной канцелярии, Схонгшепингсханг, великого судьи, Дасита, и начальника палаты по делам буддизма и национальных меньшинств, Ксаансхэнг-Юан.